ответ на вызов постмодерна, причем ответ, находящийся за рамками ретро и потому для меня особо ценный. А тут еще возможность использовать статьи как зарегистрированные воздействия, аналоги экспериментов, о невозможности которых в гуманитарных исследованиях так много написано. Словом, плюсов много. Минусы тоже очевидны. Создаваемый продукт не должен быть слишком сложным, слишком гетерогенным, слишком эклектичным. И он должен, не отменяя результат, полученный в ходе написания первичного интеллектуального дневника, давать новый результат. Причем такой, который не воспрепятствует встрече читателя с тем первичным результатом, на который этот вторичный результат должен накладываться. Первичный результат для меня бесконечно ценен. Как по причинам социальным, так и по причинам интеллектуальным. Социальные причины состоят в том, что я тогда нечто уловил и образил. И это нечто имеет далеко не ситуационный характер. Речь идет о запросе нашего общества не власти, а общества на определенный разговор о проблеме развития. Общество тогда откликнулось на мой интеллектуальный дневник. И не потому, что власть тогда флиртовала с развитием, а по совсем другим, воистину нетривиальным причинам. Можно было бы воскликнуть: «Неисповедимы пути твои, российское общество». Можно было бы, но не хочется. И ближе другие, вполне кондовые и беспафосные, строки борта-семидесятника. И под дых, и под глаз, ставит из себя. И дубем, и добром, и отдельно, и гуртом,